В последнее время такие крупные события — это празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России. И вот у нас тут были мега-праздники, которые устраивались в городе. И мы тут всей семьей в этих праздниках участвовали, то в составе ансамбля «Лотос», то в составе ансамбля «Баджамур». Моя старшая дочь тоже танцует в «Лотосе». Ну, в общем, мы всей семьей все эти праздники отработали. Ну, Катю я видела на сцене возле головы Ленина. в общем, Было так жарко, вы еще танцуете? Да, это было давно вроде, да? северный танец. Позапрошлом году. Да. Да. Арачонский вы танцевали. Да. Тяжело было? Да, костюмы очень, шапки очень теплые, и в них очень жарко становится. Ну, меховые же. Ну, А тебе самой что понравилось в рамках этого праздника смотреть? смотреть, я никогда не смотрела, я только выступала. Ну, мне нравилось, потому что там становишься дружнее со своими подружками с танцев и с другими коллективами, знакомишься, ну и так. Ну, в общем, мы несколько лет подряд, вот эти теплое время года, вот Катя работала на стадионе с девочками целый день. Ну, их там, я надеюсь, кормили. Да. Или они сами. А сувениры памятные давали? Да нет, не давали. У нас бейджики остались, и там участник такой-то программы праздничной. В общем, интересная у нас тут жизнь в последнее время в Республике Бурятия. Ну вот, приезд Путина мне запомнился. Как мы его встречали с ходоками на стадионе. Было так все очень помпезно, красиво и неожиданно, если на самом деле неожиданно для народа был вот сам приезд неожиданным оказался, потому что все-таки сомневались, приедет, не приедет. Ну, такой эффект какой-то вот такой разорвавшийся Вау-эффект. тихой бомбы, да. У нас дамы некоторые разволновались. Ну, в общем, Путин произвел впечатление. И Медведев приезжал, и Ким Ир Сен приезжал. Ну, в общем, жизнь такая очень активизировалась. Интересно быть в центре событий.